Я не раз выступал уже, и то, что касается процедурных вопросов, кому-то может показаться мелочь. Ну, подумаешь, какая там норма регламентная, делать и так или не так. Но это имеет огромное значение, потому что мы сделали такой наш регламент, что он ухудшает наше с вами положение. Ну, вот простой пример. Записалось 3 депутата. 20 лет назад в первую очередь давали слово руководителю фракции. Должно быть какое-то отличие. Человек руководит всей фракцией, он перегружен. У нас была норма в регламенте. Руководители фракции вне очереди получают слово в течение дня. Он по какому-то вопросу хочет выступить, сразу, пожалуйста, руководитель фракции выступает. Потом постепенно эта норма исчезла. Правительственный час. Действительно, мы не обязаны ни с кем ничего согласовывать. Каждый день можем вызывать и кого угодно. Надо все ограничения снять. От участкового можем пригласить до людей, которые у нас заняты, может быть, там на международном уровне. Не хотят, не придут, значит, мы можем по-другому реагировать. Вот посмотрите, мы делаем упор, например, на Министерство транспорта в связи с авариями с самолетами. А ведь давно назрело, и фракция ЛДПР уже 20 лет говорит, восстановить Министерство гражданской авиации. Ну, некому заниматься и самолетами, и подготовкой, и аэропортами, всем вместе взятым. Нельзя, чтобы маленький департамент был в Министерстве транспорта. Потому что мы страна в основном для авиации. У нас огромные расстояния и огромные территории, где нет железной дороги. При этом у нас сокращаются аэропорты, сокращается подготовка летчиков. И к чему это ведет? Я летел как-то в Белоруссию, летчики жалуются. Говорят, у нас негде работать, рейсов мало, давайте мы у вас будем. Мы здесь в этом зале запретили. Мы их приравняли к иностранцам. Нельзя использовать иностранных пилотов. Но можно было сделать через запятую, за исключением Белоруссии. Сейчас, так в том-то и дело. Но у нас они все равно иностранцы. Тогда какой смысл союзного государства? Хоть какой-то должна быть разница. Я это провожу параллель. Руководитель фракции, никакого дополнительных у него нет привилегий. И Белоруссия, считается иностранное государство. Зачем заключили мы договор и назвали, что у нас государство практически уже? Вообще нет России и Белоруссии. Если с правовой точки зрения у нас государство объединенное. Можно называть Россия и Белоруссия, но по правовому статусу, по идее, это государство. Поэтому, конечно, нельзя депутатам вешать нагрузку, чтобы он с кем-то что-то согласовывал. Мы высшая власть в стране. Другое дело, что мы не имеем возможности влиять на исполнительные структуры. Там другие есть коридоры власти. Но исполнительная и законодательная абсолютно равноправны. И в большинстве стран мира и за этим будущее. Законодательная власть должна быть выше исполнительной. Посмотрите, как хорошо живут страны, где парламентская республика. Это вся Северная Европа и Центральная. И какие проблемы там, где президентский режим. США, Франция и мы. Все 3 страны, которые в цивилизованном мире избрали президентский режим, проблемы у нас с вами. И террор, и бедные, и вспышки. Сейчас какой-то француз ходит по Парижу, убивает. А у нас вот не так давно Бирюлево было, или падают самолеты. Поэтому здесь, в этом зале, фракция ЛДПР много раз поднимала вопрос, и по регламенту мешали нам здесь утвердить постановление Госдумы о поддержке российской авиации. 20 лет назад не хотели поддерживать, а сейчас будем здесь траурные процедуры проводить. Это какой-то политический мазохизм. Нам хочется, чтобы что-то было траурное, так сказать, как многим журналистам. Как трупы, им приятно, есть работа. День и ночь они передают. Сколько сожгли, пахнет паленой кожей, все. Вот это радость для них, когда что-то случилось. Про хорошее скажите. Про хорошее их нету. Дом построили, нет. Вот упал дом где-то там, Сергиев Посад, 2 квартиры рухнуло там или еще где-то. Это вот день и ночь. Я считаю, что вот здесь мы должны внести поправку и в наш регламент, и в регламент по стране. Мы уже предлагали, я выступал, сократить количество траурных мероприятий, информации о негативных событиях в стране. Достаточно указать 1 раз, что-то случилось, все. Нет, несколько дней, все каналы. В какую депрессию вогнали всю страну? Теперь давайте запросим статистику Минздрава. Насколько увеличилось количество инфарктов и инсультов в эти вот несколько дней?
воскресенье, там, понедельник, вторник, вы увидите скачок на 20-30%. То есть своим поведением власть и пресса убивают собственное население. Именно в нашей стране. У нас слишком много негатива. А это тоже регламентная норма. Вроде бы ерунда какая-то. Ну, там, можно или нельзя? Конечно, все можно. Так сказать, под свободой, если свободу какую-то определять, то мы будем постоянно здесь вставать и чтить память. Это надо, люди гибнут, так надо же принимать меры, чтобы не гибли. Поэтому все ошибки наши – это управленческие ошибки. А управленческие ошибки – это мы здесь принимаем законы. Мы не можем определять качество керосина при заправке, качество, там, кадровый вопрос, кого приняли на работу диспетчером и даже летчиками. Но если будет министерство, там будет управление учебных заведений, Министерство гражданской авиации. У них будут вузы по подготовке летчиков. Кто сейчас всем этим руководит? Никто. Еще 2 вуза закроется, вообще некому будет. С другой стороны, есть безработные летчики. Почему их не берут на работу? Ко мне приходил, не берут никуда. Ни Аэрофлот, ни Трансаэро. Берут анкету, посмотрели, до свидания. Почему не берут? Надо заплатить взятку. Зарплата высокая, особенно на международных линиях. Так заплати, там же 300-400 рублей летчик получает. Очень много. И вот кадровик говорит, нету мест. Я звоню, есть места. Я позвонил, человека взяли. А так летчик-то есть. Это еще тоже управленческая ошибка. И здесь нужно, чтобы на табло висело, где какие вакансии. Чтобы летчик шел, вот у вас вакансия, Трансаэро, вот мои данные, они подходят. Он ходит полгода, идет дисквалификация его. Потом он опять не так зарулит при посадке. Они же теряют квалификацию. Вы попробуйте сесть в машину, лет 5 вы не сидели в машине, даже весной после зимней стоянки. А летчик тем более. Поэтому здесь регламентная норма имеет большое значение. И комитет по регламенту – это регулятор нашей демократии с вами. Ее можно сужать или расширять. Пока мы, к сожалению...